1 апреля исполняется 24 года со дня основания якутского ОМОН. В преддверии праздника представителям СМИ позволили ознакомиться с вооружением и спецтехникой, примерить амуницию и даже бросить вызов одному из бойцов подразделения. Позвольте мне надеть амуницию. Приступай. Ну, надевай. Не, неправильно. Все с одной? Да, мы с одной. Он же легкий. Второго, то бишь шестого. Пригласили журналистов для того, чтобы показать некоторые моменты нашей службы изнутри, так сказать, чтобы сами почувствовали. Пользуясь моментом, хочу пригласить на службу в ОМОН людей, прошедших службу в вооруженных силах, имеющих достаточно физическую выносливость, морально подготовленных к службе спецподразделения. Журналисты, надев бронежилеты и защитные шлемы, отправились на площадку, где специалист продемонстрировал вооружение подразделения. Помимо проверенного годами, есть и совершенно новые приобретения. Два гранатомета состоят на балансе ОМОН меньше года. Боец-пулеметчик, одетый в разгрузку с боекомплектом на 500 патронов, с удовольствием продемонстрировал представителям СМИ свой пулемет «Печенек» калибра 7,62. Спокойное повествование об амуниции прервал оглушительный взрыв, после чего сотрудники подразделения ОМОН в течение минуты проводят на площадке показательную спецоперацию по содержанию вооруженного преступника, передвигающихся на автомобиле. Также сотрудникам СМИ показали спецтехнику: снегоходы, катер, бронированные УАЗы, специализированный КАМАЗ с решетками на окнах. Особый интерес гостей вызвал БТР, на котором им разрешили прокатиться и сделать фото на память. Последний этап демонстрации умений и навыков ОМОН состоялся в спортивном зале, где проходила тренировка бойцов. Среди них оказалось 8 мастеров спорта России и Якутии, а также большое количество КМС. Журналисты обрадовались возможности наконец снять тяжелый бронежилет и каску, надели кимоно и попробовать свои силы в схватке с кандидатом в мастера спорта, сотрудником спецподразделения Константином Донцовым. Корреспондент Яси Григорий Фоменко изо всех сил пытался одержать победу, но, к сожалению, его физическая подготовка была на порядок ниже. Отличная мужская работа, которая требует постоянных сил, бодрства, патриотизма. Настоящая мужская работа. Ответственность? Да, ответственность, само собой. Пунктуальность, ответственность. Здесь это самые такие качества, которые рассматриваются в первую очередь. Я в соревнованиях чемпионата МВД города Якутска участвовал по самбо и пока что все, пока не успел еще. Друг другу советуем, всегда. Если у кого-то что-то не получается, всегда совет идет от товарища. У нас все хорошо и своим делом, каждый в своем мастер. Имею звание кандидата мастера спорта и по боксу, и по кикбоксингу. Нам в прошлом году до мастера чуть-чуть не хватило по боксу. Вот, будем еще работать. Вырос в интернате, был среди спортсменов, среди других видов спорта. Бывали такие моменты, что не находили общий язык, все такое. Приобщился к этому, пришел в ОМОН, устроился. Главное не бояться прийти, попробовать, а там уже получится. Завершилось мероприятие у мемориала командира якутского ОМОНа, героя России Александра Рыжикова и бойца ОМОНа Станислава Голомарева с их фотографиями и надписью «Боевые друзья не умирают, они просто перестают быть рядом».